Машдол, сам здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У нас утро, можно сказать, даже ранее 7 часов утра, но я уже с Танзилой немножко поработали. У нас был на свадьбу заказ малосольных огурчиков и огурчиков по-корейски. Короче, процесс мы не снимали, потому что нам было бы это сделать быстренько. Встали 5 часов утра, все это теперь сделали, это все замариновано, уже полчасика, наверное, стоит, и пока они на стол будут накрывать, тоже замаринуется. Дело в том, что у нас жара, у всех жара, вы знаете, что у всех сейчас жара везде, и даже малосольные огурчики мне не хочется заранее солить, тем более какие-то салаты делать. Поэтому, чтобы было свежее, отправляем сейчас. У нас в заказе не было больше свадебного ничего, никаких мясных. Только вот этих два, можно сказать, салата. Одни малосольные огурчики и по-корейски салат. Огурчики. Вот. Мясную, у них свадьба играется в ресторане. В ресторане у них сами готовят они. Салаты дали нам. Это воскресенье мы отдыхали от свадебных заказов, но у нас было уйма блюд ассорти, поэтому работы было много. Но мы не снимали, девочки. Не всегда я успеваю снимать. Может быть, еще фотографируем как-то. А вот съемку сделать не всегда бывает время. Так. И вот еще вот такой вот салат. Очень вкусный. Сюда я зелень. Может быть, ты зелень нарежешь. Ароматный вот этот вот салат по-корейски нам очень нравится. Что-то мы его давно и дома не готовили. Я говорю, Танзиле, что мы его дома не готовим? Наши мальчики любят. Вот так вот. У меня, конечно, когда начинала, по-моему, был этот и корейский салат на канале, и огурчики малосольные даже и 2, и 3 раза есть на канале. Но я буквально позавчера, по-моему, прочитала сообщение, комментарий, чтобы показали, как я делаю, мариную, эти малосольные огурчики и помидоры. Сегодня, наверное, сниму, как раз на обед будем готовить. Захотелось тоже самим. Хотя мы каждый день готовим. Вчера вон плов делали. Тоже малосольные огурчики делали. Даже дети Мадины обожают его. Так, все. Значит, салатик будем отправлять вот этих вот тортницах. Просто в эту в крышку от тортниц положим и отправляем. Так, теперь быстренько. Такси уже подъехало. Как ни странно, мы боялись, что рано утром они не приедут, но приехали. В заказе по 10 килограмм, но у нас тут идет немножко больше, так что даже выделившийся сок как раз я просто специально налила, чтобы сок был сочный. Ты просто напиши им, когда они будут укладывать, пускай сок не кладут. Может, в принципе, и сами догадаются, но тем не менее. Официанты ждут. Да, у них свадьба в ресторане, у них официанты, поэтому напиши ей сразу же, сейчас не забудь, напиши, чтобы... Ресторан готовить не разрешил, но она очень попросила, чтобы салаты. Чтобы это... Укладывали даже не ложкой, а именно вот с дырочками. Чем-то. Шумовкой какой-то. Так. Сейчас 5 килограмм сделаем. Вот 5 килограмм.
Получилось как в аптеке, ровно 10 килограмм огурцов. Ну, мы, конечно, рассчитали, поэтому получилось. Вот так вот. Уздул дождь. Видишь, уж опять приехал. Так, ну что, мои дорогие, заказ отправлен, мы немножко отдохнули. Танзила, правда, уже легла спать даже. Я отдохнула. Часок позавтракала, немножко полежала тоже, отдохнула. И теперь буду выполнять заказ. Значит, у меня в заказе 4 килограмма мант и 6 килограмм мант и 4 килограмм вареников с картошкой. У меня все подготовлено, фарш подготовлен, тесто тоже. Ну, может хватит, может не хватит теста, точно не знаю, может надо будет еще сделать тесто. Так, и сегодня у меня еще, мои дорогие, нужно сделать компот из абрикос и из персика с ежевикой. Вчера мы покупали с сыном абрикосы, а сегодня он мне привез еще и персики с ежевикой. 2 лукошка ежевики привез. Что еще? Ну, потихонечку вот так вот. Надо мне каждый день действительно с вами выходить на связь. Потому что вчера выпустила ролик. А у меня еще в заначке аж 3 ролика. Этот ролик будет не сегодня. Сегодня воскресенье. Он выйдет чуть-чуть попозже. Поэтому сейчас буду лепить. И не буду будить Танзилу. Танзила сказала: мама, разбуди, как только начнешь что-то делать. Пускай полежит, отдохнет. К вечеру, я надеюсь, манты все-таки заморозятся. К вечеру обязательно мне их нужно отдать. И вчерашний ролик, который вышел, он небольшой, 6-минутный. Там сразу написали, что хотим вас видеть каждый день, слышать каждый день. Поэтому надо мне стараться выпускать ролики каждый день. Но вот с этими заказами у меня никак не получается. И ролики даже снятые, я же говорю, у меня, по-моему, ролика на 3. Наверное, материала уже есть. Но я не успеваю просмотреть его и написать Ибрагиму, что, зачем, как поставить. Ибрагим сам не знает. Если бы это была женщина, конечно, он бы разобрался, что, как, что первое, что второе. Он не умеет этого делать, ну, не понимает, что мне надо. Поэтому мне приходится свой материал сначала смотреть самой, расписать. Я записываю, что, зачем, как, ну, какой кусочек ролика идет за каким. Пишу, если вдруг там нужно что-то обрезать, пишу обрезать. Если надо ускорить, пишу ускорить. И потом уже Ибрагим это все монтирует. Поэтому просто не бывает даже времени пересмотреть мой материал. Вот вчерашний ролик, который я сняла, это у меня, по-моему, дней 5 тому назад, который я снимала, идет. Поэтому вот как-то так, потихонечку буду с вами, ну, может быть, ничего путного не буду показывать, но буду на связи, потому что знаю, что многим интересно, что со мной, как со мной. Если я несколько роликов, если несколько дней не бываю на связи, уже многие девочки выходят ко мне, ну, мои подписчицы непостоянные, выходят в личку и спрашивают, все ли у меня нормально. И это, конечно, меня очень радует, что вы за меня беспокоитесь, что вам нравится со мной общаться, вам нравится, ну, быть со мной по-любому. Я же не в каждом ролике что-то показываю, что-то советую или еще что-то, что можно будет у меня научиться. Поэтому вот как-то так. Все, поехал? Давай, дикшнятхил. Все, он сейчас привез мне персики, банки, крышки. Не знаю, каждый год покупаю банки, куда они деваются. Вроде бы я в последнее время не раздаю их никому. Постоянно каждый год не бывает банок. Бьются, конечно, очень много. Так, в этом году никакого варенья не варила. Сварила 60, по-моему, где-то около 60 банок компота. Там идет у меня вишня и клубника. И вот сейчас будем опять варить из абрикос. Правда, он не очень большой. Сейчас покажу как раз. Аишка принесла, занесла. Вот такой вот маленький абрикос вроде бы, да? Он такой сладкий прям. Ну ничего, пускай какая разница, маленький, большой на компот. Варенье мои не любят из абрикос, поэтому не буду делать. Вообще, в прошлом году я про себя еще думала, оставлю занятие этой готовкой, вот не полуфабрикатами, а именно готовой едой. Наверное, летний период буду заниматься засолкой и вареньями.
но, как мы обычно думаем, не получается. В этом году тоже не буду, наверное, уже заниматься ни вареньем, ни засолкой. Для этого тоже очень много и времени нужно, и средства нужны действительно покупать это все. И в этом году все дороговато, очень дорого все. Вот этот абрикос мы купили за 100 рублей килограмм. Там 25 килограмм было. Ну, наверное, килограмм 7-8 уже мы съели. Остальное сейчас буду, после того, как сделаю заказ, этот заказ, буду делать компоты обязательно. Ну и подключусь, наверное, к вам. Сейчас тоже не буду сейчас показывать, как и что. У меня очень много роликов, как я делаю эти манты. Ну, как налеплю, положу, потом вам покажу. Вот так вот. Ну, кто со мной давно, видели, что я и квадратные делаю. Но эта формочка у меня как-то прижилась. И я вижу, очень много девочек у нас в Ингушетии тоже начали лепить, смотря мои ролики, такие манты. В принципе, на них спрос. Ну, сказать, что больше, чем на других, не могу, но есть. Практически одинаково, что на квадратные, что на такие. Вот как-то так. Так, ну вот что, мои дорогие, манты вы видели, как я лепила. А вот вареники. И сразу поставила я, они уже замерзли, сейчас буду отправлять заказ. Выполнила я свой заказ сегодня. Лепила вот таким вот аппаратиком. Вот это, правда, не годится. Просто я делаю, раскатываю на своей тестораскатке тесто кружок. Кладу сюда кружок, начинку и зажимаю вот так вот. И прекрасно работает. Вот 4 килограмма налепила этой штучкой. Красиво прям косичечка получилась, видите? Так, ну вот отправляю заказ, значит, 6 килограмм мант и 4 килограмма вареников. Ой, Зюля, это постоянная клиентка моя. Руки и до компота. Вот абрикос, о котором я говорила. Я его перемыла. Вот что осталось. Правда, очень много поели. Наверное, вот такой вот тазик мы съели за 2, даже за 3 дня. Вот такие вот персики купил мне сын. И вот такую ежевичку. И сейчас будем варить компот. Банки тоже перемыла. Кастрюлю поставила для закипания. И будем заниматься компотами. Уже вечер. 8 часов вечера. Сейчас я быстренько засыплю сюда фрукты, а потом уже залью кипятком. Наверное, часик они у меня постоят, потом солью, ну и дальше вам расскажу. Ну вот как-то так. Обычно я кладу, вы знаете, вот, ну, третью часть, наверное, вообще вот так вот, литровую кружку полную ягод, фруктов, хоть чего. Вот так вот. Полную кружку и сюда в баночку. Вот столько. Ну и где-то, наверное, на 2, я вам потом покажу, сахара. Может быть, кому-то покажется сладким, но у меня любят сладкий компот, поэтому 2 стакана сахара, но это потом я вам потом покажу. Вот как-то так. Очень любят у меня мальчики компоты. Варенье не очень-то. Из абрикосов вообще они варенье не любят. Но мне попалось очень такое вкусное варенье из персиков. Я вам потом покажу. Мне в этом году очень захотелось именно вот сварить. Посмотрим, получится ли у меня. Но оно магазинное покупное варенье. Но мне оно так понравилось, что хочу в этом году тоже сварить. Ну, наверное, в следующем ролике покажу вам. Еще раз куплю персики и буду варить их. Ну что, мои дорогие, и компот у меня тут. И, как видите... Тарелку ассорти пришлось тоже делать такую быструю, хотя сейчас позднее время. Сейчас отправляю. Вот такую вот красоту. Куриный шашлык, правда, не очень-то хорошо видно, да? 3. Куриный шашлык, люля-кебаб, котлеты по-киевски, крокеты куриные с сыром и орехом внутри. Курица по-арабски и мясные шарлотки. Нет, мясо по-французски.
Так, ну что, заказ отправлен. И компот мой, как видите, вторая кастрюля закипает, еще не закипела. Вот эти банки остались. Вот так вот у меня абрикос. Вот, я залила. Персик пришлось мне нарезать. Только один персик зашел в банку, остальные я нарезала и сделала ассорти вместе с ежевикой и немножко абрикосов покидала. Ну, почти закипает вторая кастрюля. Залью вторую кастрюлю сюда воду, а эту уже солью туда. Значит, как я делаю компот, да, как я варю компот. Залила. Час, может даже 2. Стоит. Выливаю снова, одеваю крышку с дырочками, выливаю воду в кастрюлю. И посчитав, сколько там, например, у меня тут 20 банок в эту, на 20 банок вода, хватило на 20 банок мне воды. И 20 умножаю на 2, 40. 40 стаканов сахара тоже кидаю туда в воду. Она закипает, и снова заливаю и закручиваю. Ничего туда больше не кидаю. Ну, можно на кончике ложечки чуть-чуть лимонной кислоты. Так, вот такая вот крышечка у меня для слива. И теперь буду выливать обратно в кастрюлю и засыпать сахаром. Взвесила стакан мой, значит, где-то 300-350 грамм. Вам может, конечно, показаться это много, но мои не любят не сладкий компот. А так наливайте можете как хотите. В смысле, не наливать, а сахар класть как вы хотите. Если вам не нужно сладкий, то уже поменьше. А так, если слишком сладкий даже получится, можно немножечко и развести.